Здравствуйте, ребята! Сегодня я хочу прочитать вам сказку Шарля Перро «Золушка». Жил-был один почтенный человек. Первая жена его умерла, и он женился во второй раз. Да на такой сварливой женщине, какой еще свет не видел. У нее было 2 дочери, очень похожих на нее и лицом, и характером. У мужа тоже была дочка, добрая, приветливая, милая, вся в покойную мать. Новой хозяйке все было не по вкусу в доме, но больше всего она не взлюбила свою падчерицу. Девушка была так хороша, что мачехины дочки рядом с ней казались уродинами. Бедную падчерицу заставляли выполнять всю самую грязную работу в доме. Она чистила котлы, кастрюли, мыла лестницы, убирала комнаты мачехи и обеих сестриц. Бедная девушка молча сносила все обиды и не решалась пожаловаться даже отцу. Вечером, окончив работу, она забиралась в уголок возле камина и сидела там на ящике с золой. Поэтому сестры, а за ними и все в доме, стали называть ее Золушкой. И все-таки Золушка в своем стареньком платьице, перепачканном золою, была в 100 раз милее, чем ее сестры, разодетые в шелк и бархат. И вот как-то раз сын короля той страны устроил большой бал и созвал на него всех знатных людей с женами и дочерьми. Золушкины сестры тоже получили приглашение на бал. Они очень обрадовались и сейчас же принялись выбирать наряды и придумывать, как удивить всех гостей и понравиться принцу. У бедной Золушки работы стало еще больше. Ей пришлось гладить сестрам платья, крахмалить их юбки, воротники и оборки. «Я, — говорила старшая, — надену красное бархатное платье и драгоценный убор, который мне привезли из-за моря. А у меня, — говорила младшая, — будет накидка, расшитая золотыми цветами, и бриллиантовый пояс, какого нет ни у одной знатной дамы». Сестры то и дело подзывали Золушку и спрашивали у нее, какой выбрать гребень, ленту или пряжку. Они знали, что Золушка лучше понимает, что красиво и что некрасиво. Никто не умел так искусно приколоть кружева или завить локоны. «А что, Золушка, хотелось бы тебе поехать на королевский бал?» – спрашивали сестры, пока она причесывала их перед зеркалом. «Ах, что вы, сестрицы, разве меня пустят во дворец в этом платье и в этих башмаках?» «Что правда, то правда. Вот была бы умора, если б такая заморашка явилась на бал». Другая на месте Золушки причесала бы сестриц как можно хуже, но Золушка была добра. Она причесала их как можно лучше. За 2 дня до бала сестрицы перестали обедать и ужинать. Они ни на минуту не отходили от зеркала и разорвали больше дюжины шнурков, пытаясь потуже затянуть свои талии. И вот, наконец, долгожданный день настал. Мачеха и сестры уехали. Золушка долго смотрела им вслед, а когда их карета скрылась за поворотом, она закрыла лицо руками и горько заплакала. Ее крестная, которая в это время зашла навестить бедную девушку, застала ее в слезах. «Что с тобой, дитя мое?» – спросила она. Но Золушка так горько плакала, что даже не могла ответить. «Тебе хотелось бы поехать на бал, не правда ли?» – спросила крестная. Она была фея-волшебница и слышала не только то, что говорят, но и то, что думают. «Правда», – сказала Золушка, всхлипывая. «Что ж, будь только умницей», – сказала фея, «а уж я позабочусь о том, чтобы ты могла побывать сегодня во дворце. Сбегай-ка на огород и принеси мне оттуда большую тыкву». Фея прикоснулась к ее желтой толстой корке своей волшебной палочкой, и пустая тыква превратилась в прекрасную резную карету, позолоченную от крыши до колес. Затем фея послала Золушку в кладовую за мышеловкой. В мышеловке оказалось 50 живых мышей. Фея велела Золушке приоткрыть дверцу и выпустить на волю всех мышей по очереди, одну за другой. Едва только мышь выбегала из своей темницы, фея прикасалась к ней палочкой, и от этого обыкновенная серая мышка сейчас же превращалась в серого мышастого коня. Не прошло и минуты, как перед Золушкой уже стояла великолепная упряжка из 6 статных коней в серебряной сбруе. Не хватало только кучера. Заметив, что фея призадумалась, Золушка робко спросила: «А что, если посмотреть, не попалась ли в крысоловку крыса? Может быть, она годится в кучера?» «Твоя правда», — сказала волшебница.
Золушка принесла крысоловку, из которой выглядывали 3 большие крысы. Фея выбрала одну из них, самую крупную и усатую, дотронулась до нее своей палочкой, и крыса сейчас же превратилась в толстого кучера с пышными усами. «А теперь, — сказала фея, — ступай в сад. Там за лейкой на куче песка ты найдешь 6 ящериц. Принеси-ка их сюда». Фея превратила их в выездных лакеев, одетых в зеленые ливреи, украшенные золотым галуном. «Ну вот, теперь у тебя есть свой выезд, и ты можешь ехать во дворец. Довольна ли ты?» «Очень», — сказала Золушка. «Но разве можно ехать на королевский бал в этом старом испачканном золой платье?» Фея слегка прикоснулась к Золушкиному платью своей волшебной палочкой, и оно превратилось в чудесный наряд, усыпанный драгоценными камнями. Последним подарком феи были туфельки из чистейшего хрусталя, какие и не снились ни одной девушке. Когда Золушка была уже совсем готова, фея усадила ее в карету и строго-настрого приказала: «Если ты опоздаешь хоть на 1 минуту, твоя карета снова сделается тыквой, лошади мышами, лакеи ящерицами, а твой пышный наряд опять превратится в старенькое платье». «Не беспокойтесь, я не опоздаю», — ответила та, и, не помня себя от радости, отправилась во дворец. Принц, которому доложили, что на бал приехала прекрасная, но никому неизвестная принцесса, сам выбежал встречать ее. Он подал ей руку, помог ей выйти из кареты и повел в зал, где уже находились король с королевой и придворные. Все сразу стихло, скрипки замолкли, и музыканты и гости невольно загляделись на незнакомую красавицу, которая приехала позже всех. Даже король, который был очень стар и больше дремал, чем смотрел по сторонам, и тот открыл глаза, поглядел на Золушку и сказал королеве вполголоса, что давно уже не видел такой обворожительной особы. Принц усадил свою гостью на самое почетное место, а чуть только заиграла музыка, подошел к ней и пригласил на танец. Она танцевала так легко и грациозно, что все залюбовались ею еще больше, чем прежде. Принц не отходил от нее ни на минуту. Он был так приветлив, говорил такие приятные вещи, что Золушка забыла обо всем на свете, даже о том, что ей надо уехать вовремя. И спохватилась только, когда часы стали бить полночь. Она поднялась с места и убежала быстрее лани. Принц бросился за ней, но ее и след простыл. Только на ступеньке лестницы лежала маленькая хрустальная туфелька. Принц бережно поднял ее и приказал расспросить привратников, не видел ли кто-нибудь из них, куда уехала прекрасная принцесса. Но никто никакой принцессы не видал. Правда, привратники заметили, что мимо них пробежала какая-то бедно одетая девушка, но она скорее была похожа на нищенку, чем на принцессу. Тем временем Золушка, задыхаясь от усталости, прибежала домой. У нее не было больше ни кареты, ни лакеев. Ее бальный наряд снова превратился в старенькое платьице, и от всего былого великолепия осталась только одна маленькая туфелька. Когда обе сестрицы вернулись домой, Золушка спросила у них, весело ли им было на балу. Сестры наперебой стали рассказывать, что на бал приезжала прекрасная принцесса, такая красавица, что и во сне лучше не увидишь. Но, к сожалению, она убежала, чуть только часы начали бить 12. Она так торопилась, что даже потеряла свой хрустальный башмачок, а принц поднял его и до конца бала не выпускал его из рук. Должно быть, он по уши влюбился в эту красавицу. И это была правда. Через несколько дней принц приказал объявить во всеуслышанье по всему королевству под звуки труп и фанфар, что девушка, которой придется впору хрустальная туфелька, станет его женой. Ну, разумеется, сначала туфельку стали мерить принцессам, потом герцогиням, потом придворным дамам. Но все это было напрасно, она никому не подходила. Наконец, очередь дошла и до сестер Золушки. Ах, как старались обе сестрицы натянуть маленькую туфельку на свои большие ноги. Но она не лезла им даже на кончики пальцев. Золушка, которая с первого взгляда узнала свою туфельку, улыбаясь, смотрела на эти напрасные попытки. «А ведь она, кажется, будет впору мне».
Сестрицы так и залились злым смехом, но придворный кавалер, который примерял туфельку, внимательно посмотрел на Золушку и, заметив, что она очень красиво, сказал: «Я получил приказание от принца примерять туфельку всем девушкам в городе. Позвольте вашу ножку, сударыня». Он усадил Золушку в кресло и, надев хрустальную туфельку на ее маленькую ножку, сразу увидел, что больше примерять ему не придется. Башмачок был точь-в-точь по ножке, а ножка в самый что ни на есть раз по башмачку. Сестры замерли от удивления, но еще больше удивились они, когда Золушка достала из кармана вторую хрустальную туфельку. В эту самую минуту в комнату вошла фея, Золушкина крестная. Она дотронулась своей волшебной палочкой до бедного платья Золушки, и оно стало еще красивее, чем было на балу. Тут обе сестрицы поняли, кто была та красавица, которую они видели во дворце. Они кинулись к ногам Золушки, чтобы вымолить себе прощение за все обиды, которые она вытерпела от них. Золушка простила сестер от всего сердца, ведь была она очень добрая. Ее отвезли во дворец к молодому принцу, который нашел, что она стала еще прелестнее, чем была. А через несколько дней сыграли веселую свадьбу. Ну вот, ребятки, спокойной вам ночи!